Здравствуйте. Время новостей на АТР. Сегодня 1 июля, пятница. Это 855-й день аннексии Крыма. Верховный суд оккупированного Крыма оставил под стражей Рифата Алимова и Арсена Джипарова. Они арестованы до 8 сентября. 18 апреля российские силовики провели в их домах обыски и задержали Алимова и Джипарова в селе Краснокаменка в Большой Ялте. Позже российская прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что эти двое последователи организации Хизбут Тахрир, которая признана террористической и запрещена на территории России. Суд Ростова-на-Дону объявил перерыв до 11 июля в рассмотрении дела крымских мусульман. Причина – один из судей временно не сможет участвовать в процессе. По словам адвоката Эмиля Курбетдинова, с 11 числа суд вернется к изучению доказательств обвинения. Осталось выслушать несколько свидетелей, изучить аудио и видеозаписи. В Северокавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону рассматривается дело 4 мусульман из Крыма – Ферата Сайфулаева, Нури Примова, Рустема Ваитова и Руслана Зейтулаева. Их обвиняют в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Сегодня в селе Грушевка под Судаком провели молебен за скорейшее освобождение крымско-татарского политзаключенного Мустафы Дегерменджи. Помолиться за его свободу и здоровье пришли около 200 человек. В субботу и в воскресенье в Бахчисарае проведут молебны в домах фигурантов дела Хизбут Тахрир Зеври Апсиитова, Рустема Абильватова, Римзи Меметова и Энвера Мамутова. Дуа начнут в 7 часов вечера. После всех приглашают на ифтар во дворе мечети 6-го микрорайона. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом 4 фигурантов дела Хизбут Тахрир до 11 июля. В оккупированном Крыму снова радуются всему турецкому. После телефонного разговора Владимира Путина с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом россияне снова поедут отдыхать на турецкие курорты. Также восстановится сотрудничество стран в торгово-экономической сфере. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов вновь ждет турецких бизнесменов в аннексированном Крыму. А еще полгода назад Аксенов называл Турцию страной, убивающей русских, и заявил о разрыве всех деловых контактов. А на главной площади Симферополя возмущенные крымчане тогда жгли чучело с фотографией Эрдогана. Однозначно то, что произошло вчера, то есть в Сирии, был сбит российский самолет, и правильно наш президент сказал, что это удар в спину Российской Федерации, которая борется с терроризмом. Я подготовил заявление, оно там сейчас будет выпущено буквально. То есть мы считаем однозначно, что крымчане должны принять участие в акции «Отказ от покупки турецких вообще продуктов, товаров и так далее». В данном случае призываю крымчан вообще воздержаться от поездок в Турцию. Не потому что там опасно, а потому что на сегодняшний день это государство, которое демонстрирует враждебную политику по отношению к России. Нет терроризма в России! ИГИЛ не пройдет! ИГИЛ не пройдет! ИГИЛ не пройдет! Наверное, все-таки должно пройти какое-то время. Тем более, все равно это был бизнес. Они же не то, что по политической воле сейчас взяли сразу все и приехали. То есть бизнес еще надо какое-то время опять осмотреться, просчитать для себя последствия, так или иначе. Но уверен, что турецкие бизнесмены в Крыму появятся. Поскольку всегда Крым был для них интересен, при этом мы сразу говорим, никакой политики здесь не будет, то есть будет чистый бизнес. Восстановление отношений России с Турцией – это результат давления со стороны турецких предпринимателей. Об этом заявил председатель общества крымских татар Стамбула Джилял Ичтен в комментарии телеканалу АТР о стремительном возобновлении российско-турецких отношений. Я не просто раздосадован, я разочарован. Чуть раньше я упоминал турецких бизнесменов, которые торговали с Крымом, несмотря на санкции. В этот раз возобновление отношений с Россией произошло из-за давления турецкого бизнеса на президента Эрдогана. Они склонили его к видимости извинений, говоря, что Россия – огромный рынок, туристы не едут, торговцы не могут продавать свои помидоры с огурцами. Но важно понимать, что в Турции 10% населения крымско-татарского происхождения, и вся диаспора очень внимательно следит за этими процессами. Спикер парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов считает, что курортный сезон в Крыму сорван. Особенно плачевное состояние пляжа и минимальная готовность принять отдыхающих в Симферопольском и Черноморском районах, а также в Семиизе. На выездном заседании Комитета по санитарно-курортному комплексу и туризму признали, на пике курортного сезона состояние крымских пляжей неудовлетворительное. Возможны и кадровые чистки. Константинов приказал подготовить список глав местной администрации, которые допустили срыв сезона. Видно даже по этой презентации, что первый квартал вообще ничем не занимались. А потом, когда проснулись, понятно, что уже вошли в процедуры и уже не успевают. Но для нас это смерти подобно. Это что урожай
Для нас отдых – это урожай. Мы должны быть по тому, чтобы люди уехали с хорошими эмоциями, а не с звонками жалоб на наши приемные. Активист из Крыма попросил Путина разобраться с местными властями. Видеообращение общественности президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить жителей Крыма разместил на YouTube-канале пользователь Игорешка. По словам активиста, во всем виновата местная власть. Она устраивает в Крыму бардак и беззаконие. Но Путин, по его мнению, кардинально изменит ситуацию в оккупированном Крыму. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам общественники Республики Крым. Жизненно необходимой просьбой о личной встрече или проведении видеоконференции с нами по поводу реальных дел в Крыму и того бардака и беспредела, который устраивает местные власти. А вам предоставляет красивый отчет и фотографии о той работе, которую они как бы делают. Каждый город Крыма готов выделить своего представителя для встречи с вами. Как всегда, надежда только на вас. Защитите жителей Крыма. Кроме вас в Крыму никому мы не нужны. Существует много эмоций, оставляющих в душе разные чувства. Но есть разочарование, от которого в душе не остается ничего. Не дайте ему поселиться в наших душах. Спасибо вам за внимание. И за самое ценное, что у вас есть время, которое вы уделяете всем россиянам. Таврический национальный университет начал набор студентов с оккупированных территорий. Вступить в крымский вуз-переселенец можно по упрощенной системе. Здесь гарантируют, сама процедура отнимет не более 3 дней. И обещают, обучение на коммерческой основе в этом году будет бесплатным. Здесь оформляются документы, мы знаем все, что нужно делать. Это займет оформление буквально 10-12 минут. В этой комнате будет проходить экзамен. Приемная комиссия ТНУ встречает крымских абитуриентов в киевском офисе на улице Суворова, 9. Абитуриенту необходимо привести документы, удостоверяющие личность, и фото 3×4. Желательно, чтобы был с собой аттестат или зачетная книжка, если студент решил перевестись из крымского вуза. Это могут быть как и оригиналы, так и их фотографии. Основной документ – это то, что человек показывает либо зачетку, либо студенческий билет, либо какую-то справку, которая говорит, что он учится в одном из вузов Крыма. Это первое. Второе. Он должен показать какой-то документ, который подтверждает личность. Это может быть украинский паспорт, это может быть русский паспорт, это могут быть водительские удостоверения и так далее. То есть ограничений нет. Сергей 4 года учился в ТНУ, но получать диплом бакалавра уже в Российском Крымском федеральном университете не захотел. Потерял год, но дождался, пока ТНУ заработает в Киеве. Я не хотел принципиально получать диплом оккупантов. То есть, я 4 года проучился на госбюджете, да, не для того, чтобы получить потом российский диплом от них. Теперь Сергею предстоит сдать экзамен по украинскому языку и истории Украины в школе, которая сотрудничает с вузом. Туда его обещают отвезти буквально за руку. Потом сдать профильный экзамен на факультет психологии. Принимать документы в ТНУ будут до 12 июля. Потом начнутся вступительные экзамены. Сейчас наплыва крымчан-абитуриентов в приемной комиссии нет. В вузе им рекомендовали приехать сразу к экзаменам, чтобы не ездить через границу дважды. Мы рекомендуем прибывать к нам сюда 11-12 июля, для того, чтобы мы приняли у вас документы, сразу их оформили. И буквально 12 с вечера или 13 с утра вы сдали в школе, которая является базовой для нас, украинский язык и украинскую историю, а на следующий день сдали у нас профильный экзамен. Получив результат, могли спокойно поехать обратно. Мы обещаем абитуриентам, что для тех, кому это важно, их пребывание здесь может уложиться в 3-3,5 дня. В этом году повезет студентам, не попавшим на бюджет. Стоимость коммерческого обучения для крымчан будет условная, пообещал ректор. 1 гривна в год. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Домашний арест и электронный браслет требуют антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины для военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Военного прокурора обвиняют в том, что его затраты превышают его доходы. Таким образом, он скрывает новые дорогостоящие приобретения. Кроме этого, Кулик до сих пор ездит на машине, которую приобрел у отца одного из лидеров террористической организации «Оплот» Евгения Жилина, Владимира Жилина. Будемо клопотати про обрання цілодобового домашнього арешту. Особа була викликана на допит. На вчора вона не з'явилася.
Наступний раз він має прийти завтра. Чекаємо завтра, якщо особа не прийде, будемо вживати заходи примусу. По зарплаті кулика за 5 років 1 600 000 він заробив. А тільки майна, яке він набув за останніх, будемо так казати, за останніх 1,5 року, це більше як 3 мільйона гривень. Якщо в загальному, то воно там більше 5 мільйонів виходить. Доказательств для объявления подозрения Александру Онищенко в хищении газа достаточно, заявили в антикоррупционной прокуратуре. Отзывать заявление на Онищенко из Верховной Рады не будут. Однако не исключают, что там попытаются заблокировать голосование. А проголосуют отдельно о снятии депутатской неприкосновенности, о задержании и об аресте. В середине июня детективы НАБУ провели обыски в офисе бывшего регионала Александра Онищенко. По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб на 3 миллиарда гривен. Коли починаються розмови про регламент, зразу стає зрозуміло, що в мене складається думка, що якісь голосування будуть чи спроби заблокувати. Чи то можуть проголосувати за надання згоди на притягнення, але не надання згоди на затримання і арешт. Я сподіваюся, що вівторок все-таки нашу позицію прислухаються і дадуть можливість органам слідства довести цю справу до суду і органам прокуратури до вироку. Що ми бачимо біля СІЗО, коли починається процедура звільнення в зв'язку з внесенням застави? Ми бачимо, що там збираються так звані тітушки, які, на жаль, не зникли як явище після того, як відбулася Революція Гідності. І я змушений був залучати підрозділ спеціальних операцій НАБУ для того, щоб не допустити фактично фізичного відбиття тих фігурантів, які, на нашу думку, незаконно. Меджлис провел в Киеве ифтар. На нем присутствовали дипломаты исламских государств, европейских стран, США, Канады и представители международных миссий. Инициаторы совместного ифтара – лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и Меджлис. Детали в сюжете. Послы иностранных государств, дипломаты и представители ООН собрались в Киеве на традиционный в месяц Рамадан ифтар. Прием организовал Меджлис крымско-татарского народа. Хочу висловити всім нашим гостям щиру вдячність за люб'язне прийняття запрошення разом провести ифтар в дні священного Рамадана. У своїх молитвах до Всевишнього Аллаха саме в дні священного Рамадана ми звертаємося до нього найсокровеннішим – встановити мир та злагоду між людьми, надати кожній людині можливість дякувати йому, Всевишньому Аллаху, за його милості, перебуваючи на своїй рідній землі. Третій рік поспіль тисячі кримських мусульман зустрічають Рамадан за межами Криму без своїх близьких та рідних людей. Сегодня на ифтар в Киеве мы позвали представителей мусульман с различных стран, послов и дипломатов, которые поддерживали наш народ в сложные минуты. Мы расскажем им о положении и проблемах нашего народа. Мы планируем сегодня обойтись без политических дискуссий. Но о ситуации в оккупированном Крыму мы должны сказать. Однако за праздничным столом обойти политические вопросы так и не удалось. В даний момент санкції, які тривають, ми взагалі не збираємося міняти свої санкції в даний момент. Підтримка для діяльності кримсько-татарської тут в Україні і поза її межами, дальший тиск на Росію, нагадування про те, що загарбання чужої території в Європі 21 століття – це неприпустимо. Оце ті засоби. Чи це на коротку мету? Я думаю, що ні. На середню довшу – так. Желаю крымчанам вернуться в Украину мирным путем. В этом году по приглашению Меджлиса собрались около 30 послов из европейских и мусульманских стран. На ифтаре дипломаты и представители Меджлиса встречаются уже второй раз после аннексии Крыма. Наталка Калинка, София Абляева, Асан Иминов, Эдем Ситаров, Заман, АТР.